بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи ва ман валях, амма ба'д. Мы говорили из книги шейха Мухаммада Ламина Шинкити, рахимахуллах, про слова Всевышнего Аллаха Азза ва Джаль: «Аль-яума акмальту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакум аль-ислама дина». Сегодня я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца мою милость к вам и одобрил в качестве религии ислам. И также слова шейха о том, что есть 10 вещей, которые касаются этого аята, 10 вещей, вокруг которых крутится вся наша жизнь. Первые 7 из них мы поговорили в месяц Рамадан между таравихами, и сегодня, иншаллах, будем говорить об 8. 8 – это проблема победы и власти неверующих людей над мусульманами. И это проблема, которую мы сегодня видим во всем мире. Когда все страны мусульман находятся под оккупацией неверующих людей. Да, хоть и неофициально, однако все же мы знаем, что есть влияние неверующих людей из разных стран над странами мусульман. И это великая беда. Аллах, это великая беда. Подобная проблема, хоть и не так уж и массово, также возникала у сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям. И Аллах Азза ва Джаль поэтому свыше 7 небес ниспослал им решение этой проблемы. Также указал на причину этой проблемы. И в сражении при Ухуде, когда верующие люди находились в поражении и начали задаваться вопросом, в чем же проблема нашего поражения? В чем же проблема нашего поражения, когда мы находимся на истине, а многобожники на заблуждении? В то время, когда среди нас сам пророк, алейхиссалату вассалам, Всевышний Аллах Азза ва Джаль указал им на причину этого. «Авалямма асабаткум мусибатун кад асабтум митлейха культум анна хада, куль хуа мин инди анфусикум». Когда же несчастье постигло вас, после того, как вы причинили вдвое больше несчастья многобожникам, то есть при сражении при Бадре, вы сказали, откуда все это? Откуда это поражение? И Аллах Азза ва Джаль говорит пророку, алейхиссалату вассалям: скажи, от вас самих. Воистину Аллах способен на всякую вещь. Причина поражения верующих людей при Ухуде были они сами. И Аллах Азза ва Джаль в этом аяте, когда указал им на эту причину, после этого в другом аяте Всевышний Аллах Азза ва Джаль также указал на суть этой проблемы, где Всевышний сказал: «Валякад садакакум Аллаху ва'даху из тахуссунахум би'иднихи хатта ида фашильтум ва таназатум фил амр ва асайтум мин ба'ди ма аракум ма тухиббун. Минкум ма юриду дунья, ва минкум ма юриду аль-ахира, thumma сарафакум анхум лиябталиякум». Всевышний Аллах Азза ва Джаль исполнил данное вам обещание, когда вы уничтожили их с его дозволения. Пока вы не пали духом, не стали спорить относительно приказа пророка, алейхиссалату вассалям, и не ослушались после того, как он, Всевышний Аллах, показал вам то, что вы любите. Среди вас есть такие, которые желают этот мир, и такие, которые желают последнюю жизнь. После этого он заставил вас бежать от них, чтобы испытать вас, чтобы испытать верующих людей. То есть Аллах Азза ва Джаль в этом аяте указал им на суть этой проблемы, на суть причины этой проблемы. И это было то, что когда было сражение при Ухуде, пророк, алейхиссалату вассалям, поставил лучников из своего войска на горе Ухуд, чтобы они защищали спины остального войска мусульман. И также приказал им, чтобы они не сдвинули своего места до тех пор, пока он сам им не скажет. И когда началось сражение, верующие люди начали одерживать победу. Аллах дал им победу в начале. И многобожники начали бежать, оставив много трофеев. И после этого те лучники, которые находились на Ухуде, они начали спорить между собой, стоит ли им спуститься
чтобы также получить что-либо из этих трофеев, или же они будут до конца стоять на горе, пока им пророк, алейхиссалату вассалям, не скажет оставить эту позицию. И в итоге многие из них оставили свои позиции, осталась только малая часть. И из-за этого многобожники взошли со спины верующих людей, убили тех, которые остались на горе Ухуд, и таким образом нанесли поражение войску мусульман. И из этого Аллах Азза ва Джаль указал нам то, что причина была в них самих. Это ослушание пророка, алейхиссалату вассалям. Ослушание пророка, алейхиссалату вассалям, и то, что они оставили приказ его. Ведь Аллах Азза ва Джаль дарует победу верующим людям, когда они помогают религии Аллаха Азза ва Джаль, когда они следуют религии Аллаха Азза ва Джаль должным образом. И сегодняшнее наше положение подобно этому. То есть причина нашего положения сегодня – это то, что мы оставили религию Аллаха Азза ва Джаль. Это то, что мы оставили законы Аллаха Азза ва Джаль. Это то, что мы оставили поддержку наших слабых братьев и сестер, которые находятся в разных местах заточений. Из-за того, что мы оставили поддержку друг друга, когда мы нуждаемся в друг друге, когда мы должны поддерживать друг друга. И поэтому также подобная причина была и в другом сражении, в сражении при Хунейне, когда верующих людей было в 3 раза больше, чем многобожников. И тогда сражение при Хунейне, это было после завоевания Мекки, а верующих людей было больше, многобожников в 3 раза, и они начали между собой думать, или некоторые верующие начали говорить: сегодня мы не будем в поражении из-за нашего малочисленности. То есть они начали думать, что они победят неверующих людей за счет своего количества. То есть оставили таваккуль на Аллаха Азза ва Джаль, оставили то, что они должны полагаться на Аллаха Азза ва Джаль. И Аллах Азза ва Джаль в Коране сказал: «Лакад насаракум Аллаху фи маватина каthира, ва яума Хунейн ид а'джабаткум касратакум». Аллах Азза ва Джаль дал вам победу в многих местах. Также Аллах Азза ва Джаль дал вам победу при Хунейне, когда вы посчитали, то есть начали гордиться своим количеством. «Фалям тугни анкум шай'a». Ваша многочисленность ничем вам не помогла, говорит Аллах Азза ва Джаль. «Вадакат алейкум аль-арду бима рахубат, thумма валейтум мудбирин». И земля стала тесной для вас, и вы в итоге сбежали, повернув спины. То есть в этом сражении верующие люди, когда наступали на племя Хавазин, их было где-то 4000, а верующих людей было 12 тысяч. Из-за того, что они посчитали, что они выиграют за счет ихнего количества, и оставили надежду на помощь Аллаха Азза ва Джаль, или же надежду победы от Аллаха Азза ва Джаль, в итоге они сбежали с поля боя. До такой степени, что пророк, алейхиссалату вассалям, сам с несколькими сподвижниками остался на поле боя и сражался с ними. И после этого он приказал Аббасу, чтобы он крикнул тем, которые сбежали, чтобы они вернулись. И только после этого они вернулись, и Аллах Азза ва Джаль по своей милости дал им победу. Подобные случаи, когда верующие люди оставляют религию Аллаха Азза ва Джаль, когда мусульмане оставляют религию Аллаха Азза ва Джаль, начинают грешить, оставляют законы Аллаха Азза ва Джаль, начинают полагаться на себя в чем-либо, то есть оставив надежду на помощь и победу от Аллаха Азза ва Джаль, или же когда они начинают, некоторые люди, которые причисляют себя к мусульманам, начинают ожидать какой-то помощи или же поддержки от неверующих людей разных стран, кафирских стран, западных, европейских, там, без разницы. В данном случае Аллах Азза ва Джаль не даст победу верующим людям. Аллах Азза ва Джаль дает победу верующим людям, когда они хватаются за свою религию должным образом. Когда они объединяются между собой
на слове Всевышнего Аллаха Азза ва Джаль, на ля иляха илля, когда они следуют тому, что приказывает нам Аллах Азза ва Джаль и его посланник, саллаллаху алейхи вассалям. И подобное поражение также в истории было, когда пал Андалус. Андалус – это современные Испания и Португалия. То есть в то время, когда верующие люди, мусульмане, одержали победу над Андалус, туда входили сегодняшняя Португалия и Испания. И мусульмане правили Андалусом, несколько сот лет они правили над Андалусом. Но в итоге они были в поражении из-за того, что, как указывают на это ученые, самая большая причина – это то, что они оставили законы Аллаха Азза ва Джаль. Они начали править не по законам Аллаха Азза ва Джаль. Распространилось среди них нечестие разного вида. И также они начали считать друзьями и помощниками неверующих людей для себя. Хотя Аллах Азза ва Джаль в Коране сказал: «Ля яттахидил му'минуна аль-кафирина аулияа мин дунил му'минин, ва ма яф'аль залика фалейса мин Аллахи фи шей». Пусть верующие люди не берут себе неверующих помощниками и друзьями, помимо верующих людей. А кто поступает таким образом, то не имеет никакого отношения к Аллаху Азза ва Джаль. Также пророк, алейхиссалату вассалям, указал нам, с кем должна быть дружба и любовь, и с кем должна быть ненависть и вражда. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Аутаку ураль имани аль-муалату филлахи валь-муадату филлах, валь-хуббу филлахи валь-бугду филлах». Самая крепкая связь с иманом – это дружба ради Аллаха и вражда ради Аллаха, любовь ради Аллаха и ненависть ради Аллаха. То есть любовь и дружба ради Аллаха может быть только с верующими людьми. Ненависть и вражда ради Аллаха может быть только с врагами Аллаха, с неверующими. Поэтому верующие люди должны понимать, чтобы мы вернулись в величие, которое Аллах Азза ва Джаль нам дал, мы должны вернуться к нашей религии должным образом. Каждый мусульманин должен видеть причину поражения этой уммы в себе. И таким образом должен исправиться, должен исправить свое окружение, начиная со своей семьи, начиная с теми, которые находятся вокруг него. Верующие люди должны объединиться на слове «Ля иляха илля» и следовать тому, что указывает нам слова Всевышнего Аллаха Азза ва Джаль. Следовать тому, что приказал нам Аллах Азза ва Джаль и его посланник, саллаллаху алейхи вассалям. Положиться на Аллаха Азза ва Джаль должным образом в любых наших делах, чтобы мы шли прямым путем, который нам оставил пророк, алейхиссалату вассалям, и чтобы мы не сворачивали ни на шаг, ни налево, ни направо. И пусть Аллах Азза ва Джаль сделает нас из тех, которые следовали его религии должным образом, которые следовали за его пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Ва саллаллаху вассалям аля набийна Мухаммад, вальхамдулиллахи раббил аламин.